Здравствуйте! В эфире передача «Дискуссия» и гость в нашей студии – доверенное лицо президента России Владимир Хамеликий, доктор экономических наук, профессор, президент Фонда единения русского и грузинского народа, генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Конгресса национальных объединений России. Здравствуйте! Здравствуйте! Я рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. Владимир Кириллович, в преддверии важного для Гагаузии, скажем, события, выборов нового главы автономии, вы приехали с визитом к нам в Гагаузию. Расскажите, пожалуйста, цель вашего визита. Ну, во-первых, первая цель моего визита – это мне нравится Гагаузия, гагаузский народ. Я с удовольствием приехал на Вы уже второй раз приезжаете. Я уже третий раз приезжаю. Третий раз даже. Да, и надеюсь, буду приезжать еще чаще. Это первая цель моего визита. Вторая, конечно, цель – это то, как ведется предвыборная кампания. Мне просто не нравятся некоторые инсинуации, которые здесь ведутся против того или иного кандидата, некоторые грязные пиар-технологии, которые применяются. Мы абсолютно не собирались, как говорится, вмешиваться в предвыборную кампанию. Мы знали, что гагаузский народ сделает свой правильный выбор. У гагаузского народа есть ориентиры, они будут оценивать по делам, а не по этой рекламе. Но то, что вот в последнее время идут такие недобросовестные использования элементов различных предвыборной кампании, ну, меня, конечно, возмутило, и я приехал для того, чтобы поддержать, во-первых, своего друга, одного из достойнейших кандидатов, человека, который делами доказал, что он может, что он делает и что он будет делать для Гагаузии, это Николая Додоглу. Дело в том, что ту грязь, которую в последнее время на него выливают, она абсолютно, конечно, не обоснована. Я думаю, гагаузский народ в этом разберется. Но делать такие ходы, в которых трудно разобраться и гагаузскому народу, такие как заявлять о запрете въезда Николая Харлампича в Россию, или что они приватизировали всю Россию, и теперь Россия только им и с ними будет работать. Но это абсолютно неправильно, во-первых, это неверно, и вообще это нечестно. Я хочу сказать, что все эти инсинуации не обоснованы. Во-первых, никто никогда не запрещал Николаю Харлампичу въезд в Россию. Он всегда и с большим удовольствием может это делать, и его там будут с удовольствием ждать, в том числе и мы, большая армия его друзей. Поэтому это большой блеф. И вообще, тот, кто это сделал, тот, кстати, посягнул и на саму Россию. Ибо подставлять Россию не надо. Россия демократическое государство. Россия не запрещает никому въезд в свою страну, кроме оголтелых преступников и террористов. А Николай Додоглу, как мы знаем, во-первых, друг России, и даже один из вернейших друзей России по сравнению с тем, которые появились сегодня и вчера. И Николай Додоглу, помимо всего прочего, видный политический деятель, он депутат парламента Молдовы, он кандидат в Башканы Гагаузии. И, естественно, Россия, даже при всем желании некоторых, никогда бы не сделала это и не могла бы это сделать. Поэтому это большой блеф, о котором должен знать народ Гагаузии. И второе, то, что некоторые пытаются вообще приватизировать и говорят, что Россия только за них и будет работать только с ними и поможет Гагаузии только если изберут их. Это тоже, еще раз говорю, очередная клевета, неправильная трактовка интересов России. Россия будет помогать Гагаузии и народу Гагаузии, а не конкретно тому или иному кандидату. Это раз. Россия будет поддерживать того человека, кого изберет Гагаузия, и будет работать с ним. Ибо для России важен тот выбор, который сделал гагаузский народ, и она будет делать все для того, чтобы поддержать его, чтобы его ожидания оправдались, чтобы никто не мог нарушать международные нормы и права гагаузского народа. Вот вы уже 2 дня как в Гагаузии, да, вот меня интересует, побывали ли вы в каких-либо встречах с людьми, вот как настроение людей, может, в какие-то села ездили? Вы знаете, да, я побывал уже во многих местах, вы знаете, и сегодня у нас предстоят еще интересные встречи и в Улканыш, и в других регионах, Чадырлонгу, и в других регионах Гагаузии. Вчера, например, мы и здесь, и в Кангазе, и в Кипчаки были. Вы знаете, меня, во-первых, очень приятно
поражает настрой гагаузского народа, который понимает, что он действительно будет вершить судьбу свою судьбу дальнейшую, судьбу своего народа, очень активно. И вот поразило то количество народа, которое было на встречах с Николаем Додогло. Знаете, сейчас очень трудно собрать людей. Может, люди в душе за и хотят чего-то, но чтобы вот так они приходили на какие-то встречи в таком количестве, вот, например, в Кангазе, мы были буквально в школе, и не ожидали, что в школе соберется порядка и даже более 300 жителей Кангаза. Там были не школьники, там были взрослые люди, преподаватели, население, старшеклассники. И это приятно, конечно, что народы интересуются судьбой своей. Собирались здесь, в Доме культуры, в Камрате, и зал, который там вмещает 600-700 человек. Да. Там стояли все проходы полные, люди стояли еще в фойе и на улице. Не поместилось, порядка 1000 человек пришло на встречу. Это тоже говорит, во-первых, об интересе народа, а во-вторых, о поддержке кандидата в Башканы, реального кандидата в Башканы Николая Додоглу, который своими делами, своим опытом, своим стремлением и служением народу доказал, что его нужно избирать, нужно поддерживать. Это, во-первых. И третья встреча тоже в Кипчаки, тоже это был вечер, но тем не менее в 8 вечера, знаете, трудно вывести людей, но там было тоже порядка 300-400 человек, и народ с интересом слушал, воспринимал это и поддерживал одного из кандидатов в Башкану в данном случае, несмотря на то, что Кангаз это, как я понял, родина еще другого кандидата, но тем не менее они будут делать свой выбор, будут делать правильный выбор, и очень большая поддержка там и у Николая Додогла. А вот в общем впечатление о гагаузском народе, как у вас сложилось? Ну, вот вообще-то, говорить о впечатлении о гагаузском народе, наверное, с моей стороны излишне, потому что я уже заявлял, что мне Гагаузия близка и родна так же, как и Грузия. Я сам выходец из Грузии, поэтому мне этот народ очень нравится. Здесь и уклад жизни, в принципе, и менталитет, и традиции, и отношение к людям такое же доброе, гостеприимное и правильное, как и у народа Грузии. Поэтому у меня прекрасное впечатление и о Гагаузии, а особенно о гагаузском народе. Скажите, вот вы сказали о том, что не совсем честно, на ваш взгляд, идет у нас предвыборная кампания. Вот где, в чем вы это замечали? Ну, вы знаете, вот эти черные ходы, черные политтехнологии, которые видел я и видел здесь, в том числе и в прессе, и в журналах, и клевета даже не только на кандидатов в Башканы, но и даже на меня после первого визита, когда некоторые, наверное, журналисты, которые служат рублю или своим хозяевам, даже обвинили меня в том, что я являюсь там лжедоверенным лицом, еще что-то. Правда, потом разобрались и исправились, но тем не менее. Ну, все это говорит о том, что ведется не совсем правильно, добросовестная, честная борьба. А во-вторых, мне еще, знаете, что немножко не нравится, что кандидаты в Башканы не говорят о своих делах, о том, что они сделали, о том, что они сделают. Не говорят о программах, которые они реально могут притворить здесь. А некоторые прикрываются знаменами России, некоторые прикрываются встречами в России и говорят, что только они их должны выбирать. Я думаю, что это неправильно. Конечно, Россия очень уважает Гагаузию, очень уважает ее выбор, будет поддерживать его всегда, но еще раз подчеркну, она будет поддерживать не отдельно какое-то конкретное лицо, а Гагаузию, гагаузский народ и ее выбор. И будет работать с тем, кого она изберет. Поэтому я хочу еще раз обратиться и к народу Гагаузию, чтобы это на них не влияло. Приезд некоторых политических лиц, там, сторонников, депутатов, артистов. Все это хорошо, я это приветствую. Пусть больше приезжают россиян в Гагаузию, пусть больше приезжают артистов в Гагаузию, принесут зрелище, удовольствие гагаузскому народу. Пусть приезжают политические деятели, которые хоть узнают реально, что такое Гагаузия, которые, надеюсь, потом будут лоббировать интересы Гагаузии, поддерживать его. Это все хорошо. Но главное, чтобы народ прекрасно разбирался в этом, что они приезжают не только для того, чтобы поддержать какого-то кандидата, чтобы их стремления были вечными, долговечными и реальным в интересах народа Гагаузии. И второе, я думаю, что все-таки гагаузский народ там концертом не купишь, не обманешь. Гагаузский народ прекрасно понимает, знает роль России, он любит, хочет
быть с ней, но тем не менее он понимает, что Россия поможет, но Россия не будет кормить каждого и каждого семью. Поэтому кандидаты Башканы, которые говорят, что вот за нами Россия, мы накормим каждого человека, каждое село, и Россия это сделает, это абсолютно неправильно. Россия не доильная машина, которую можно использовать в этом плане, а гагаузский народ должен делать все для того, чтобы обеспечивать свое экономическое процветание, свои социальные вопросы и быт своими руками, и для этого ей как раз-таки нужно сделать правильный выбор. Выбор Башкана, который опытом, своим делом доказал это, выбор Башкана, который может сделать сегодня, делает и предлагает реальные программы. Выбор Башкана, который имеет определенные связи, в том числе и в политических, в экономических кругах, который может договариваться и с Россией, и с Турцией, и с Европой, и самое главное, с руководством Молдовы. Это очень важно. Вот такой кандидат тоже из всех, кого я прослеживаю, кого я вижу, это просто Николай Дудов, который реально может влиять и делать все эти дела. Я, в принципе, поддерживаю его еще и потому, что он является одним из ярых, последовательных сторонников дружбы с Россией. Это человек, который не на словах, как некоторые, становясь под знаменем щита, а на деле доказал, что он за то, чтобы выбор гагаузского народа, в том числе и на референдуме, был закреплен конституционно. Он это делает и будет бороться за то, чтобы автономия была самостоятельной, за то, чтобы права и выбор гагаузского народа на референдуме был закреплен Конституцией, они могли воспользоваться этим правом. Человек, который сегодня выстраивает и может выстроить хорошие отношения с властью молдавской, ибо без этого мы прекрасно понимаем, что очень трудно решать экономические вопросы и другие вопросы в Гагаузии. Надо налаживать связи, надо, чтобы трансферы, инвестиции шли сюда, а это может сделать местная власть. Не надо никогда противоставлять народ и Гагаузию центральной власти, потому что это одна страна, одно государство, одна республика. Но Гагаузия имеет свое право и должна иметь свое право заявлять о том, что устраивает этот народ, что устраивает автономию, и это должно быть закреплено как раз в Конституции, что и делает Николай Харлампович, а не просто говорит, что мы вот в случае чего там встанем на какие-то позиции, противопоставим себе центральную власть. Это тоже неправильно. Всем нужно спокойствие, а России в первую очередь нужна стабильная, мирная Молдовия в целом, целостное государство, где будут соблюдаться все права и требования автономии, государство Молдова, которое будет нейтральным, независимым, самостоятельным государством, находясь в дружбе и с Россией, и с другими государствами. А Россия как рассматривает вот Гагаузию? В целом, как страна Молдова? Вы знаете, конечно. Я хочу сказать, и те политики, которые пытаются это использовать, это абсолютно неправильно и недобросовестно. Россия, конечно, в первую очередь интерес России в целостной, еще раз подчеркну, самостоятельной, независимой Молдове, дружественной ей. Потому что мы прекрасно знаем, что совместная история, годы, прожитые вместе, как раз дают основания всей и народу, и России, и Гагаузию, утверждать, что мы жили вместе, у нас была хорошая совместная история. И сегодня практически, если честно так сказать, Молдовия, так же, как и моя Грузия, никому не нужны. Они не нужны Европе, по большому счету, только если использовать их в политических целях, как разменную карту и торговаться с Россией. Они тем более не нужны Соединенным Штатам Америки, которые находятся за 1000 километров, которые не знают ни наш менталитет, ни наши традиции, ни нашу культуру. И, естественно, не могут быть связаны ничем, не могут реально представлять наши интересы. Поэтому прекрасно должны понимать и знать, что место и Молдовы, и Грузии, вообще-то всех государств постсоветского пространства, это в единении в дружбе с Россией. Ибо нигде больше не найдет, если честно говорить, ни Россия, ни Молдова, ни Грузия, ни другие государства, ни рынок сбыта своей продукции, ни рынок своих рабочих мест, и ничего другого, чтобы могло соответствовать экономическим интересам и процветанию этих республик. Сегодня все это есть в России, сегодня все это может дать в Россию, а интеграция активная в Европу, когда ты отказываешься от таможенного союза, связи с Россией, я думаю, что поставить эти государства просто в сложную ситуацию, в изоляцию, где их товар будет не конкурентоспособным, не востребованным, и это принесет просто, помимо того, что название мы там
присоединились чуть-чуть с краешку где-то к Европе, ничего не даст этим государствам. Это мы должны прекрасно понимать, но я не исключаю, что, конечно, государство должно дружить и выстраивать свои отношения, естественно, и с Европой, и торговать с ней, и поддерживать хорошие отношения. А вот вы коснулись немножко того, что одному из кандидатов запретили въезд в Россию, другого Россия поддерживает. Вот меня интересует такой вопрос, может ли такая страна, как Россия, делать подобные заявления официально? Или это какие-то отдельные люди делают подобные заявления? Да, вы знаете, очень интересный и правильный вопрос. Как раз те люди, которые делают такие заявления, и в том числе, как я понял, и как я вижу, это и некоторые из высокопоставленных лиц Российской Федерации. Ну, я думаю, что здесь надо просто ответственнее подходить к своим заявлениям, ибо вообще-то курс России, курс президента России является на невмешательство в внутренние дела других государств. И это последовательно и четко ведется. Поэтому заявлять, что мы будем поддерживать, мы хотим, и вот избирайте того или иного кандидата для государственных лиц, это абсолютно неправильный поступок, как минимум неправильный поступок, и он вредит самому государству тоже. Другое дело, когда общественные люди, деятели, коллеги, партии поддерживают того или иного. Это все нормально. Это может сделать лидер какой-то партии по межпартийным связям и так далее. Ну, тут ничего странного нет. Конечно, вот эти фотографии с Матвиенко, с Нарышкиным. Да, вы знаете, чуть-чуть раскройте. Вы знаете, здесь как? Ну вот, например, я знаю господина Нарышкина как очень ответственного человека, государственника, который, и не позволял к себе, кстати, никаких высказываний, потому что там с рядом людей, один из кандидатов... это просто поздравление? Один из кандидатов был рядом, естественно, его поздравляли, сжали руку, а это уже штаб предвыборный того или иного человека подносит как свое. Другое дело, что были реальные заявления госпожи Матвиенко, наверное, здесь не совсем правильная информация была и у нее, а во-вторых, не знаю, я очень уважаю тоже Валентину, я не могу сказать, что она грубо ошиблась, но во всяком случае, на мой взгляд, еще раз говорю, позиция самой России – это не вмешательство в внутренние дела другого государства. Можно выражать личную симпатию, и, наверное, это скорее всего так и было. Она как женщина выразила свою личную симпатию определенного кандидата, но это, еще раз говорю, не курс и не политика Российской Федерации поддерживать и вмешиваться в дела, выборы другого государства. А вот запрет въезда депутата парламента. Запрет въезда – это большой нонсенс. Я говорил вам перед этим, что это абсолютно большой такой блеф. Это абсолютно грязный черный пиар, который не соответствует никаким реалиям, который, еще раз, тоже представляет и бьет по России, и которому не было абсолютно никакого места. Это тоже характеризует тех, кто это делает, как людей, которые, говоря о том, что они дружат с Россией, заодно и подставляют ее. Ибо Россия демократическое государство, еще раз повторю. И оно, даже если бы не был бы Николай Додоглу так дружественный, приемлем для России, оно бы это не позволило, потому что он еще и депутат парламента, еще раз говорю, он еще официально кандидат в Башканы. А самое главное, что он еще и член межпартийной группы Россия-Молдова, которая работает по программе СНГ. И, кстати, вот эту группу депутатскую возглавляет Валентина Матвиенко. Поэтому странно слышать такие заявления, когда есть член парламентской группы Николай Додоглу, с которым она не встречалась, заявлять поддержку кандидата, которого она первый раз видит, и может быть, не знаю, знает ли не знает историю этого кандидата. Это ее право, она имеет право как личность об этом говорит, но как государственное лицо, я думаю, здесь политику России определяет сам президент, и не надо воспринимать это как вмешательство России. Еще раз подчеркну, Россия не вмешивается в эти дела. Я знаю о реакции руководства Молдовы на эти факты, и поэтому еще раз говорю, что это дает повод что-то заявлять, но еще раз подчеркну, что и заявление руководства Молдовы тоже неправильно в адрес России. Россия не вмешивается, российские депутаты конкретно или кто-то может приезжать, выражать свои симпатии, это их право. То же самое могут делать и депутаты Молдовы, когда идут выборы в России. А
говорить о том, что Россия вмешивается, и там о том, что мы можем запретить там, въезд кому-то из российских депутатов или общественных деятелей, это тоже неправильная позиция. Спасибо. Вот на ваш взгляд, каким должен быть глава Гагаузии, вот, будущий новоизбранный Башкан? Охарактеризуйте. На мой взгляд, он должен быть таким, как Николай Додогло. Я вам скажу прямо. Это раз. А я исхожу как раз-таки из тех его качеств, которые есть. Во-первых, Башкан Гагаузии должен быть мужчиной в прямом и переносном смысле этого слова. Мужчиной достойным традиций этого народа, прекрасного, достойным менталитета этого народа, носителем его культуры, носителем, еще раз подчеркну, того менталитета, который имеет этот народ. Во-вторых, человек этот должен быть естественным практиком, с большим опытом, который знает, что такое земля, что такое город, что такое село. Человек, который на своем примере, на своем опыте доказал, что он руководил определенными структурами, что он может это делать и как он может это делать. И это в данном случае у Николая Додогло есть. Никто это не может скрыть, никто это не может отнять. Человек, который 11 лет реально руководил столицей Гагаузии, человек, который из столицы Гагаузии с нулевым там балансом практически сделал прекрасный город с социальным, в том числе социальной защитой населения, со строительством социальных учреждений, здравоохранения, парков и так далее. Все это реальные дела, которые знает, и не мне, наверное, агитировать народ Гагаузии, они эти его качества знают. Но самое главное еще и человек, который идет в Башканы, должен быть очень ответственным перед своим народом, человеком, который будет отвечать за то, чтобы чаяния и высказывания народа, в том числе и высказанные на референдуме, были соблюдены. Чтобы эти ожидания народа он мог закрепить и конституционно, и чтобы он мог отстаивать первые эти желания народа. Второе, это человек должен быть, конечно, большим дипломатом. Человеком, который может вести многовекторную политику. Человеком, который может лавировать в этих очень сложных условиях миропереустройства современного. Вы прекрасно знаете, какие идут процессы, что маленькие автономии, маленькие национальности используются в основном для вот этой вражды, для нагнетания конфронтации, для противостояния той или иной власти. Их превращают в сепаратистов, их настраивают на это некоторые и так далее. Вот здесь человек как раз-таки должен быть очень разумным, человек, который может вести свой народ по правильному руслу, чтобы они не оказались в чьих-то жерновах и не оказались какой-то разыгрываемой политической картой в чьих-то интересах. А некоторые это, кстати, пытаются сделать, в том числе и с Гагаузией. Дело в том, что Николай Додогло может прекрасно выстраивать отношения, договориться с Россией, еще раз подчеркну, может привлечь огромные инвестиции сюда с турецкого государства, то есть от народа, которые являются прародителями народа Гагаузии. И тут и должно быть такое внимание и сотрудничество с ними. И самое главное, что он может выстраивать сегодня реальные отношения с центральной властью, чтобы не противоставлять свой народ, не подставлять его под конфронтацию с местной властью. И при этом сохранить интересы и стремления этого народа. Вот что самое главное. Такими качествами не обладает ни один из тех кандидатов, которые сегодня есть. Кто-то кричит, что вот только Россия, мы больше никуда не смотрим. Это тоже неправильно. Да, Россия, она с вами, она должна быть, и она будет, и мы приветствуем эти стремления. Но помимо этого надо жить и работать, надо выстраивать отношения и не подставлять Россию, не усложнять жизнь России. Надо, чтобы Россия знала, что гагаузский народ, сделав свой выбор, ориентацию, будет дружественным, будет жить хорошо, спокойно, будет иметь хорошие отношения с центральной своей властью, не поставит новых проблем перед Россией, как это сегодня сделали некоторые другие автономные республики, в том числе и Абхазия, в том числе и Осетия, в том числе и Приднестровье. Да, Россия защищает их, Россия будет их защищать, будет делать все, чтобы были защищены птицы. Но посмотрите, какие огромные экономические затраты Россия несет, какую огромную политическую ответственность и нападки Россия за это несет. Поэтому, то есть России невыгодно разжигание новых конфликтов, новых каких-то претензий. Ее должно устраивать тот руководитель Башкан, который придет и скажет: Россия, мы с вами, наш народ сделал выбор, мы его будем поддерживать, мы не создадим вас дополнительных хлопот и наоборот сможем влиять на центральную власть, чтобы она делала правильный выбор.
чтобы она учитывала наше мнение и учитывала интересы молдавского народа, чтобы она дружила с Россией. Вот такой руководитель, который сможет вот это все выстроить и сделать, я думаю, что будет приемлем в первую очередь и для своего народа, и для России тоже. Как вы считаете, выборы закончатся с первого тура? Или... Вы знаете, очень сложная ситуация. И если бы некоторые кандидаты не использовали фактор России так открыто и агрессивно, то, конечно, выборы бы закончились в первом туре, и Николай Додогло победил бы в первом туре. Но с учетом того, что до каждого народа не донесешь, в принципе, всю правду, да, до каждого народа, до каждого человека не донесешь всю правду, это очень сложно, и каждый ориентируется там на то, что он увидел и услышал. Вот он увидел, что кто-то жмет руку, допустим, как на этих билибордах, госпожа Матвеенко жмет руку Влах. Ну хорошо, радуйтесь, она приветствует не просто Ирину Влах, она приветствует Гагаузию. Понимаете, ваш народ и ваш выбор. И будет сжимать руку тому, кого изберет народ Гагаузии в дальнейшем тоже. Но народ это видит, поэтому сегодня ситуация по таким прогнозам, что, конечно, будет, скорее всего, на мой взгляд, второй тур. И, скорее всего, в этот тур, конечно, выйдет Николай Додогло и, наверное, выйдет госпожа Влах. А вот что касается второго тура, то здесь я, конечно, уверен, что народ Гагаузии сделает свой решительный и правильный выбор, что будет избран Башкал Николай Додогло и по всем качествам, и совокупным, и опыту, и своей дипломатией, и своим служением гагаузскому народу. Этот человек не имеет никаких, я имею в виду Влах, не имеет никаких шансов противостоять здесь реальным деловым качествам Николая Додогло, которые у него есть. Я ничего не имею против особо госпожи Влах, да и самое главное, что мне импонирует отношение самого Николая Додогло к своим соперникам, так называемым. Он наоборот, и что меня импонирует, и что, почему я поддерживаю, предложил в принципе единение народа Гагаузии, который я в принципе поддержал с самого начала и сказал, что вот только поэтому вы достойны и должны идти в Башкамы. Это главное единение народа Гагаузии, человек, который предлагает каждому кандидату сотрудничество, человек, который не как другие, там, придя к власти, будет всех отстранять, а расставлять свою команду, только это человек, который объявил, что 23 числа я готов садиться со всеми, и с каждым мы выберем лучшее, и с каждым будем работать. Каждый будет делать то, что он может сделать профессионально. И это очень важно. Ни один другой кандидат этого не заявляет сегодня. Я думаю, что и Ирина Влах тоже найдется место под руководством Большого Башкама Гагаузии. Да. И если она может служить и приносить пользу своему народу, если она реально патриот, она будет это делать. И в команде нового Башкама пусть докажет, что она может установить определенные лучшие связи с теми или с другими и служить народу Гагаузии. Это проявит, что такое белое и что такое черное. Но я еще раз хочу сказать, что реальным служением и дружбой с Россией и выражением интересов своего народа по отношению к России практически, кроме Николая Додогло, из нынешних кандидатов никто не демонстрировал это на протяжении ряда лет. Та же самая Влах, и те же самые сегодняшние социалисты вчера ругали Россию. Вчера не поддерживали те инициативы, которые в прежние годы, я еще говорю, с 2008 года, с 2008-2007 года, Николай Додогло выражал те интересы России, которые были вызваны, вы знаете, там был такой очень сложный период, когда Россия, участвуя там в конфликте в Южной Осетии, признала эти две республики, и никто не поддерживал это признание. Николай Додогло вместе со своей группой собрал 1000 подписей и вышел с инициативой и сюда, в парламент Гагаузии, и в парламент Молдовы, для того, чтобы Молдова признала, то есть поддержала Россию в сложный период. А где были нынешние деятели? Тот же Формузал, который, как я знаю, видел на роликах, дрожа от страха, сказал, это не наше дело, мы не должны вмешиваться. Или та же Влах, которая вместе с Ворониным, сидя в парламенте, испугалась, не стала этого делать и не стала поддерживать Россию. Почему они не поддерживали ее? Почему, когда вот недавно с инициативой о признании, о том, чтобы статус русскому языку придали как второго государственного в России, не поддержала Ирина Влах, и там нет ее подписи, или того же самого Додона.
Почему эту инициативу делал Николай Додоглу со своими сторонниками, первый подписал, всем носил эту? Не это ли проявление истинного отношения к России, истинной поддержки Российской Федерации? Я думаю, что это должны знать и видеть и в Российской Федерации. Они этого не знают, к огромному сожалению. До них не доносят всю правду. Сегодня один из членов парламента, лидер социалистической партии, преподносит это так, что это он один владеет интересами России. Но это абсолютно не так. Я хочу сказать, что Николай Додоглу делает все для того, чтобы эти связи были, и он может реально это делать. И он может, в отличие от тех, кто сегодня становится в оппозицию сразу в парламенте Молдовы, да, и кричит там, мы просто оппозиция, не принося этим пользу ни России, ни самой Молдовы, он, думаю, будет последовательно менять и мировоззрение молдавского парламента, и руководство Молдавии на сближение и дружбу с Россией. Спасибо. Владимир Кириллович, мы сейчас вот в прямом эфире, сейчас наш канал смотрят более половины жителей нашей Гагаузии. Здорово, я и не знал, кто так долго не говорил. У вас есть прекрасная возможность обратиться к ним, ко всем жителям, и тем их сторонникам, вот, Додогла Николая Харламповича, которые поддерживают, и те, которые еще не определились. Вот, что вы можете им посоветовать в такое тяжелое время? Вы знаете, всем сторонникам Николая Додогла я ничего не хочу им сказать. Они молодцы, они сделали уже правильный выбор. Я хочу как раз таки обратиться к тем, кто не определился или кто придерживается другой точки зрения. Я хочу развеять те мифы, которые до них доносили ихние кандидаты. Это, в частности, обвиняя того, что Додоглу неприемлем в России, что у него нет въезда. Дорогие друзья, это абсолютный, как говорится, пиар-ход, это блеф, который не имеет никакого вообще-то места и никакой реальности. Николай Додоглу очень уважаемый, принимаем российским сообществом, огромным сообществом, а не один или двумя политическими деятелями или депутатами. Что Николай Додоглу имеет давние связи с Россией. Николай Додоглу делал очень многое, вот из-за того, и тем более часть того, что я перечислил, для того, чтобы Гагаузия имела свою автономию, чтобы гагаузийские решения референдума были закреплены. Никто из кандидатов сегодня это не сказал, а он говорит, что он будет делать все для того, чтобы решение Гагаузии внесено было конституционно в парламент Молдовы, где их решение о том, что если Молдова будет растворяться в Румынии, потеряет свою самостоятельность, Гагаузия имеет право выйти из состава и становиться самостоятельной республикой. И над этим работает он, а другие политики просто заявляют об этом. Даже если и не заявляют, они не смогут решить этот вопрос, не находясь в нормальных отношениях и доводить это до других депутатов парламента Молдовы. Это раз. Второй миф о том, что Россия будет поддерживать и поддерживать только одно какое-то лицо. Это тоже абсолютно неправильно. Ибо Россия поддерживает и будет поддерживать народ Гагаузии и гагаузский выбор. Будет поддерживать и работать с тем кандидатом, кого изберет гагаузский народ. Я надеюсь, что эта информация очень поможет, чтобы наши жители смогли сориентироваться и сделать правильно свой выбор совсем скоро, уже в воскресенье, 22 марта. Можно два слова добавить? Да, конечно. Я, в свою очередь, думаю, что народ Гагаузии очень умный, народ Гагаузии очень мудрый, и он сделает абсолютно правильный выбор в интересах своей республики и своего народа. Народ Гагаузии трудно обмануть концертами, трудно обмануть какими-то политическими лицами, деятелями, ибо он будет судить по делам кандидата, и он будет выбирать своим сердцем по отношению тех кандидатов, которые являются патриотами своей страны, которые являются носителями своей культуры, своих традиций и своего менталитета. Я хочу пожелать народу Гагаузии сделать этот правильный выбор. Я уверен, что после 22 числа и если понадобится после второго тура, они окончательно определятся, они изберут себе достойного башкана, а Россия всегда будет с ними, всегда будет поддерживать выбор гагаузского народа. Спасибо. Я еще раз благодарю вас за участие. Для телезрителей хочу напомнить, что сегодня гостем в нашей студии был доверенное лицо президента России Владимир Хамерики, доктор экономических наук, профессор, президент Фонда единения русского и грузинского народа, генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Конгресса национальных объединений России.
Еще раз хочу Спасибо. вам отблагодарить за участие в нашей программе. И программу провела Елизавета Ротарь. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире.